Добрый день, дорогие друзья, уважаемый Сергей Степанович, уважаемые члены жюри. С огромной радостью приветствую вас на нашей маленькой импровизированной онлайн-сцене на празднике русской песни, творчества, таланта и оптимизма. Наш республиканский конкурс «Русь благодатная» проходит вот уже третий год. Конкурс посвящен русской песне, сокровищнице русской музыки, из которой народ издревле. Целью конкурса является сохранение и развитие традиции русского вокального музыкального искусства в нашей многонациональной республике. Сегодня наш конкурс собрал вокруг себя талантливых людей, истинных любителей русской песни. Всего в конкурсе приняли участие 8 вокальных ансамблей и солистов, 11 солистов. География участников получилась широкой. В нем приняли участие исполнители не только из разных районов и городов нашей республики, из городов Якутск, Мирный, Алдан и районов Ленского, Хангаласского, Амгинского, Абыйского, Мегино-Кангаласского, но и гости Оренбургской области, Гайской городского округа, поселка Калиновка и села Колпакское. Конкурс проходил по номинациям «Русский романс», «Русская народная песня», «Современная русская песня в эстрадной обработке». В работе конкурса активное участие принимало наше жюри, которое отнеслось к представленной программе от каждого участника с большим уважением и оценивало каждое выступление и отбирало очень скрупулезно и принимая во внимание все моменты и в соответствии с положением конкурса. А сейчас разрешите представить вам членов нашего уважаемого жюри. Председатель жюри, главный хормейстер Якутской филармонии, отличник культуры Республики Саха-Якутия Шумилова Людмила Анатольевна. Члены жюри, солистка хора филармонии, лауреат всероссийских конкурсов, выпускница Высшей школы музыки имени Василия Афанасьевича Босикова, Республика Саха-Якутия, Караченцева Юлия Игоревна. Специалист по жанрам творчества Республиканского дома народного творчества, отличник культуры Республики Саха-Якутия Амосова Анастасия Титовна. А сейчас для приветствия участников нашего сегодняшнего вечера слово передаю генеральному директору Республиканскому дому народного творчества и социальной культурной технологии, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, кандидата педагогических наук Семенову Сергею Степановичу. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас, участников нашего открытого республиканского конкурса «Русь благодатная». Оно проводится, как сказали Анастасия Титовна, третий раз. Она проводится раз в 2 года. Да, в этом году мы, конечно, намечали в офлайн режиме. Надеялись, что пандемия нам не помешает. Нашли уже площадку, все договорились. Но, к сожалению, у нас продлился режим самоудаленной работы, поэтому было решено провести в онлайн-режиме. Традиционно участники, конечно, у нас в основном вот улусы, понятно, города и улусы, которые традиционно у нас участвуют, но в этом году у нас вот действительно благодаря, наверное, из-за того, что мы онлайн-режим проводим, приняли участие наши коллеги из Оренбургской области, что очень радует. Но надеемся, что в последующем география наша еще больше расширится. И хотелось бы, конечно, чтобы участники данного фестиваля имели возможность выехать за пределы нашей республики, чтобы как-то поучаствовать, уже проверить свои силы уже в каком-нибудь региональном всероссийском конкурсе. Но мы этот вопрос прорабатываем. Ну, в этом году, конечно, это не получится, но на будущий год мы поищем хорошие конкурсы, которые будут в Российской Федерации, и попросим пригласить наши коллективы. Но это становится традицией нашего
Дома народного творчества, когда победители республиканских конкурсов имеют возможность участвовать дальше во всероссийских, международных, региональных конкурсах. Ну, стопроцентной гарантии, что мы будем стопроцентно поддерживать их, сказать не можем, но в силу своих сил и возможностей стараемся им помогать с приглашением, с выездом. Ну, размещение питания обычно бывает за счет приглашающей стороны. Мы ищем такие конкурсы. Ну, и еще раз хочу всех вас поздравить с завершением данного большого мероприятия. И особую благодарность хочу объявить коллегам из Оренбургской области. Большое вам спасибо, что вы приняли участие. Ну, как я наслышан, ну, мне не говорят, конечно, результаты всех конкурсов, но они тоже будут отмечены, ну, чем-то, да, то есть не зря просто пришли и поучаствовали, то есть ваш талант оценен и в нашей республике. И, конечно, когда у нас будет уже онлайн-трансляция, вот концерт будет, там все наши номера будут включены. Ну, желаю успехов и прекрасного настроения, наступающим Новым годом, невзирая ни на что, мы все вместе, и пусть дальше русская песня нас всех объединяет и ведет вперед. Спасибо. Спасибо, Сергей Степанович. Разрешите пригласить на нашу импровизированную сцену и передать слово председателю жюри, главному хормейстеру Якутской филармонии, отличнику культуры Республики Саха-Якутия Шумиловой Людмиле Анатольевне. Добрый день, уважаемые коллеги, участники замечательного, потрясающего конкурса русской песни. Я от всех членов жюри и от себя лично хочу выразить огромную благодарность за ваше участие, за ваш труд. Я сама хормейстер и знаю, чего стоит особенно заниматься с любителями, какой-то каторжный в счастье, да, каторжный, но счастливый труд, заниматься вокалом, хором, потому что это действительно одно из самых сложных искусств. Благодаря вашему участию, благодаря тому, что вы берете в репертуар и несете этот жанр, вы пропагандируете русскую народную песню и сохраняете ее историю, ее истоки, которые вы передаете из поколения в поколение, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение все-таки обращало внимание на эту песню, потому что вы знаете, что сейчас мир у нас совсем иной. Многое молодежь развернута к рэпу, к року, каким-то таким совсем иным жанрам. И благодаря таким коллективам, как вы, нам удастся сохранить ценность и все прекрасно, что есть в русской народной песне. Я благодарю вас за участие, и мы старались максимально подойти при обсуждении, учесть все возможности, все сложности, все особенности каждого коллектива. Надеемся, что вы будете все довольны. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости, участники сегодняшнего торжества. Разрешите поздравить нас всех с окончанием конкурса «Русь благодатная-2020». И вот, наконец, наступает волнующий момент, когда пришла пора огласить список победителей. Итак, начинаем. Среди индивидуальных исполнителей и дуэтов в номинации «Современная русская песня в эстрадной обработке» сертификат участника получает Евгений Килин, город Алдан, Алданский политехнический техникум, руководитель молодежной политики Республики Саха-Якутия Гребенникова Екатерина. Александра Полдикова также получает сертификат участника. Она из города Алдан, Алданского политехнического техникума, руководитель отличник молодежной политики Республики Саха-Якутия Гребенникова Екатерина.
Уважаемые коллеги, приветствуем всех участников бурными аплодисментами и выражаем свои эмоциями. Можете использовать либо смайлики, либо можете включить свой звук и приветствовать победителей. Итак, продолжаем оглашать следующий список. Значит, у нас сертификат участника получает дуэт Арианы Тимофеевича и Анны Афанасьевны, Томских, Абыльский, Улус. И диплом третьей степени получает, награждается Алексей Левикин, Оренбургская область, Гайский городской округ, село Колпакское, муниципальное бюджетное учреждение, Центр народного творчества, Колпакский центр досуга, руководитель Захарова Ольга Александровна. В номинации за музыкальность, искренность, за проникновенность русского романса диплом первой степени вручается Ариану Тимофеевичу Томскому, Абыльский Улус. В номинации «Народная песня» конкурса «Русь благодатная» среди индивидуальных исполнителей диплом второй степени вручается Лене Бердниковой, село Северная Нюя, Ленский район, филиал культурно-досугового центра Северная Нюя, руководитель Присяжнюк Инна Михайловна. Диплом первой степени вручается Галине Корчиковой, Мирнинский район, село Орела, Дом культуры Той-Хая, культурно-спортивного комплекса акционерной компании «Алроса». Диплом лауреата третьей степени вручается Ларисе Филипповой, город Покров, Хангаласского района. Поздравляем, молодец. Диплом лауреата третьей степени вручается Алене Дягилевой, село Чампылган, Амгинского района, муниципальное бюджетное учреждение Чампылгинский центр культуры имени Григорьева, руководитель Захарова Евдокия Матвеевна. Диплом лауреата второй степени вручается Инне Лимаревой, Оренбургская область, Гайский городской округ, поселок Калиновка, муниципальное бюджетное учреждение, централизованная клубная система, Центр народного творчества. Диплом лауреата второй степени вручается Устиновой Валентине, село Син, Хангаласский Улус, муниципальное бюджетное учреждение Алгыс, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Ялян Лидия Андреевна. Следующий диплом лауреата первой степени вручается семейному дуэту «Вдохновение» из Оренбургской области, Гайского городского округа, поселка Калиновка, муниципального бюджетного учреждения культуры, централизованная клубная система Центра народного творчества, руководитель Лимарева Инна Геннадьевна. Следующий среди ансамблевых исполнителей в номинации диплом второй степени вручается женскому вокальному ансамблю «Павловские вечерки», Мегино-Кангаласский район, село Павлов, руководитель Сидорова Мария Петровна, концертмейстер Игнатьева Нергянова Сидоровна, Федотов Иван Ефимович. Диплом первой степени вручается народному коллективу «Реченька», село Син, Хангаласский Улус, муниципальное бюджетное учреждение «Алгыс», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Кейлян Лидия Андреевна, концертмейстер Золотарев Михаил Борисович. Лауреат третьей степени вручается старорусскому самобытному народному фольклорному коллективу «Вечерка» Хангаласского Улуса, село Едей, муниципального казенного Центра культуры «Вечерка», руководитель Скрябина Галина Петровна. Следующее награждение лауреата третьей степени вручается коллективу ансамбль «Оберег» Хангаласский Улус, село Булгуняхта,
руководитель отличной культуры Республики Саха-Якутия Петрова Туяра Алексеевна. Диплом лауреата второй степени вручается вокальному ансамблю «Семриёрц», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, детская школа искусств номер 2 города Якутска, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Индигирский Владимир Петрович. Лауреаты второй степени. Народный фольклорный ансамбль «Ямщикский перезвон», город Покров, Хангаласский улус, руководитель отличной культуры Республики Саха-Якутия Павлова Анастасия Ивановна. Лауреатами первой степени открытого республиканского конкурса русской песни «Русь благодатная-2020» с вручением статуэтки конкурса и диплома лауреата первой степени награждаем народные хоры русской песни «Раздолье», Дом дружбы народов имени Алексея Ильича Кулаковского, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Еган Лидия Андреевна, музыкальный руководитель Фигур Мирослав Станиславовна, город Якутск. И гран-при конкурса, открытого республиканского конкурса русской песни «Русь благодатная-2020» с вручением статуэтки и диплома награждается народный коллектив, вокальный ансамбль «Ярмарка», Мирнинский район, поселок Чернышевский, Дом культуры «Лиски огней», руководитель отличной культуры Саха-Якутия Бухарова Марина Геннадьевна. Поздравляем! Победителя вручается денежный приз в размере 50 000 рублей. Ура! Бурные аплодисменты не стихают. Ну что ж, поздравляем всех победителей открытого республиканского конкурса русской народной песни «Русь благодатная», который был посвящен 75-летию Великой Отечественной победы в Великой Отечественной войне. И давайте еще раз поздравим бурными аплодисментами всех победителей конкурса. Дорогие конкурсанты, мы от всей души поздравляем вас, желаем новых творческих начинаний, новых проектов, новых достижений и желаем всем, чтобы и в жизни вы тоже были и оставались победителями. Ура! На этом наше мероприятие не заканчивается. Сейчас мы переходим к нашему... Это такой ансамбль, в котором я пою. И слово предоставляется для ведения круглого стола председателю жюри Людмиле Анатольевне Шумиловой. Ну, еще раз всех я приветствую. Изначально, конечно, бы мне хотелось сказать, уважаемые участники, мне кажется, вам, может быть, наверное, будет интересно послушать, кто как выступал. Если у вас не было этой возможности, я думаю, что можно обратиться в администрацию и ссылки, чтобы вы посмотрели своих конкурсантов, своих коллег, кто как пел, почему кто-то имеет место повыше, кто пониже и так далее, да, чтобы вы знали всех участников, посмотрели все таланты, все возможности, которые смогли участники данного конкурса проявить себе. Значит, начну с того, что было сложно, конечно, было сложно в первую очередь по такому качеству, что условия записи у всех разные, особенно те, кто в отдаленных районах, качество записи, качество микрофона, очень фонил микрофон, очень было сильное эхо, то был глухой микрофон. Мы старались
идти навстречу и оценить все-таки музыкальную сторону. То есть вот, к сожалению, существовали такие моменты, где именно субъективные такие причины, не относящиеся к таланту, к вокалу, к творчеству, мешали хорошо и качественно оценить данный какой-то коллектив, да? Но, тем не менее, вот хотела бы я обратить на такие моменты внимание. Когда вы начинаете двигаться на сцене, и это очень здорово, потому что уже мертвый хор – это уже в прошлом, да? Уже приветствуется движение, мы уже находимся, извините, в 21 веке, уже движение, оно приветствуется, но зачастую, когда коллективы начинали двигаться, петь в движении, у них страдал ритмический ансамбль, к сожалению, страдало слово, особенно когда это было, я обращаю это к тем, кто хороводы, на природе какие-то записи, да, то есть вы поворачиваетесь спиной, ведете хоровод, и у вас слово пропадает, исчезает, вся картина вашего плана драматургии в произведении, она потеряна, потому что блоками уходило слово, и впечатление сразу размывалось и терялось. То есть нужно было учитывать специфику, если все-таки конкурс таким образом происходит, нужно было тогда делать запись, чтобы все были лицом, обращались лицом к камере. Да? Дальше такой момент. Очень больно было слышать, когда звучат очень стройно, очень приятные, хорошие голоса, отобранные, но в основном форма русской народной песни, конечно, куплетная. И множество куплетов, которые поются из куплет в куплет однообразно, скучно и нудно. Вот стройно, ничего не скажешь, молодцы, мягко. Прекрасный ритмический ансамбль, да, тембральный. Но вот эта многокуплетность, она просто не имела никакого развития, ни движения вперед по мысли, по раскрытию, содержанию произведения. Да? А были такие коллективы, которые потрясающе, просто потрясающе могли рассказать. Вот особенно хотела похвалить дуэт «Вдохновение» с Оренбургской области. Я просто влюбилась в этот дуэт. Это потрясающие две девушки, мама с дочерью. Пожалуйста, всем рекомендую послушать, кто не слушал этот дуэт, потому что, ну, умнички, просто песню многокуплетную, как они ее подали, это бесконечно было интересно слушать каждый куплет. Просто молодцы. Продумано не то, что каждое предложение, продумана каждая фраза в предложении, какую задачу, где они несли. Ну, это не только они молодцы, да, и некоторые коллективы тоже постарались. Был коллектив «Семпре Войс», «Матушка, что во поле пыльно». Тоже была интересная очень идея, где были две солистки, и отвечал хор, подпевал, да, вокализм. Это тоже было интересно, там была многокуплетная такая форма, и они тоже постарались сделать интересное развитие и внести туда глубокий смысл. Вот это очень приветствуется, это говорит о творчестве, понимаете, творчество должно быть в первую очередь у музыкантов, это обязательно, мы не роботы, это не должно быть шарманки. Вот на это нужно обратить внимание, чтобы знать, что это не караоке, где можно вот просто как петь все однородно, однотипно, скучно и нудно. А людям нужно, люди хотят понять смысл. Вот мы пытались понять, а что же в песне интересного, да, что хотят выразить наши конкурсанты. И вот некоторым коллективам это очень хорошо удавалось. То есть нужно всегда продумывать стратегию или драматургию, динамический план, да, мысль, кульминацию произведения, потому что без этого просто жить невозможно. Это то же самое, что вы будете каждый день есть одно и то же, каждый день одевать одно и то же, и ваша жизнь будет одни будни. Вот так же это можно сравнить, конечно, в музыке. Дальше, на что я хотела обратить внимание, что были
допустим, было такое звучание, на что хотелось бы обратить внимание. Бывало, что очень стройно поют, очень мягко все, но скучно и вообще вот просто как на какой-то каторге люди находятся, может быть, испугались камер, очень зажато. Бывали такие моменты, что не очень стройно поет ансамбль, но как музыкально, как они пытаются раскрыть. Вот здесь, понимаете, было тоже сложные были моменты, здесь нам тоже было это все очень спорно, и мы пытались все-таки подойти к качеству, да, что восприятие на слух должно быть, в первую очередь, мы певцы, да, и это звучание должно быть достойное. Хотелось бы отметить хорошие аранжировки, интересные. Допустим, тоже, посмотрите, как мы обращали внимание, были такие коллективы, которые прекрасно поют, все слаженно, все гармонично, но очень простые аранжировки, очень все примитивненько, простенько. Были коллективы, у которых не совсем идеально все удалось в плане вокала, может быть, технически, но у них стояла более высокая задача, это были более сложные аранжировки, и это было интересно слушать, да, то есть... Вот в данном случае хотела бы отметить коллектив, который получил гран-при. Почему этот коллектив получил гран-при? У этого коллектива воссоединилось качество и высокая сложность репертуара. Вот почему они гран-при. Вот чтобы вы все понимали, да, они и качественно смогли прозвучать, и их музыкальный материал был довольно сложен, и это довольно был высок по уровню. Просто молодцы. Было очень приятно это слушать и оценивать. То есть вот на это прошу вас на будущее. Некоторые коллективы и сольные отдельные величины, да, солисты, потеряли свои баллы, потому что неверно была выбрана тональность. Очень красивый звучит голос, но не дотягивает позиционно, интонационно верхние нотки. Я понимаю, что да, я уже сейчас говорю о профессиональных вещах, но мы должны понимать, что в конкурсе все, в общем-то, участвуют любители, и мы все должны на одном уровне оцениваться, правильно? И поэтому, если другие любители поют очень чисто и вокально грамотно, и другие есть любители, которые... у них это не получается, то, к сожалению, и баллы были ниже, хотя потрясающий материал, какие красивые голоса мы встречали, были просто поражены чистотой тембра, изысканностью тембра, неординарностью. Поет, 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 пошел ход наверх, очень красивый, он технично сложный, и солистка или солист начинает сильное понижение, то, что, ну, очень неприятно уху и недостойное звучание получается, да? То есть обращайте внимание, да, какую тональность вы выбираете, чтобы вам в ней было комфортно, чтобы ваш голос в ней мог прозвучать, это очень важно, и, соответственно, тесситурно, да, тесситурно, чтобы вы это могли озвучить. Мне хотелось бы еще сказать такой момент, ведь конкурс был посвящен Великой Отечественной войне, да, к сожалению, не все, очень мало коллективов, кто обратился к этой теме. Почему-то я думала, что, наверное, одно произведение будет хорошо из народного жанра, или там современная песня, что-то одно. Второе, желательно, чтобы было с этой темой, с темой войны, чтобы оно было связано, все-таки у нас этот год юбилейный. Вот этого не хватило. На это хотелось бы обратить внимание на будущее, что стараться нужно соответствовать теме конкурса. Ну вот, в общем, вот такие замечания хотела бы сказать. А так, конечно, так интересно, что вы все очень разные, с разным направлением, с разным отношением. Только одно хочу вам сказать. Настоящего и красивого звучания никогда не получится легким путем. Вокально-хоровое искусство, это, еще раз повторюсь, это очень сложное искусство. Вы должны ставить задачи, отрабатывать их. Были коллективы, в которых чувствовалось, я не хочу никого обидеть, чтобы
меня правильно поняли, поверхностность и халтурность. Ну, до примитивизма доведено совсем, поэтому были сильные большие отрывы между коллективами. И казалось бы, ну зачем так, зачем же? Я понимаю, что вы самодеятельность, но самодеятельность уже мы не в тех годах, мы уже более современное время, и мы все развиваемся, есть возможность слушать и YouTube, и интернет, и какие-то записи, для того, чтобы учиться друг у друга, смотреть и развиваться, смотреть другие коллективы, что-то перенимать и поднимать свою планку. Да? Это я вот говорю тем коллективам, которые, вы понимаете, совсем низкие баллы набрали, но тем не менее у вас есть надежда к тому, чтобы стремиться дальше и стараться себя развивать и поднимать свой коллектив. Ну все, и все, что хотела, я сказала. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Меня слышно, да? Да. Алло, меня слышно. Да, Очень... да, Владимир Петрович, да. Да, я вот тоже участвовал в конкурсе, это впервые в конкурсе «Русь благодатная». Мне очень понравился конкурс, мне очень нравится выступление председателя жюри. Надо всем нам прислушаться. Благо, что в городе у нас 20 лет работает конкурс «Поющая Туймада». Пожалуйста, везде надо принимать, во всех, в городе, в столице. Да и самим надо проводить у вас в УЛУСах такие конкурсы. Каждый человек – личность, хормейстеры, вы руководители. Вы поставьте вопросы в самом ДК, в этом, где вы работаете, собственно говоря. Пусть у вас, если вы сами не можете, но клубные работники же работают, вы, пожалуйста, тоже вы активно должны проявляться, привлекать общественность. Только тогда у нас хоровое, ансамблевое искусство будет развиваться, я так думаю. Но я хотел бы сказать совсем другом, конечно, о том, что эта великая дата, 75-летие Великой Победы, здорово помешал нам коронавирус, бесспорно. В каждом коллективе, в частности в моем, не буду говорить другие, наверное, я уверен в том, что в любом коллективе самодеятельности и профессиональном есть песни гражданско-патриотической темы. Бесспорно, бесспорно. Мы к этому готовились, мы к этому стремились. И, конечно же, мы не могли показать, потому что мы практически, нас не пускают в организацию на удаленке. Вы, как вы видите, представлены в коллективе люди пожилого возраста, как раз те артисты самодеятельные, которые не могут выходить из дома. Ну, им не позволяется выходить. В этом вся была сложность. Например, у нас в репертуаре были 3 произведения на тему войны, но мы как клип показали, как клип, но, к сожалению, не было принято, потому что оно было представлено как клип. А если бы, конечно, у нас не было бы вот этого коронавируса, мы, конечно, бы все это показали бы. Вот я думаю, что каждый коллектив, конечно, имел в репертуаре песни на 70-летие Великой Победы. И я думаю, что именно вот эта вот болезнь, вот этот вирус нам очень здорово помешал. Но и тем не менее, мы очень все рады. И, конечно, я очень прошу организаторов, оргкомитет по проведению этого конкурса, замечательно, Русь благодатная, чтобы вы показали в этих видео участников лучшие номера, которые выбраны были профессиональным жюри. Потому что это не только нужно, это нужно важно, чтобы все коллективы посмотрели, как надо петь, почему именно этот номер прошел в лидеры. То есть это тоже является как бы мастер-классом. Я благодарю всех за внимание. Так, у кого еще вопросы, уважаемые коллеги? Можно мне добавить, но не вопрос, а когда я скажу, что в городе Покровске в этом году, в феврале месяце, проходил конкурс «Поет село родное». Да. И мы поэтому к этому конкурсу, вот мы из-за того, что он в феврале проводился, мы успели приготовить произведение на военную тему. Как бы. Ну, хорошо, что этот конкурс был в феврале, вот, и мы успели. И поэтому вот как-то вот одно произведение было
у нас. Ага. И хотела бы вот, очень хороший конкурс прошел, вот и поет село родное, и вот Русь благодатная. Очень благодарна организаторам, членам жюри. Спасибо большое. Еще вот хотела бы предложение сказать, что я не помню в каком году, в позапрошлом или прошлом, когда шел конкурс «Русь благодатная» в поселке Жатай, Да, я верно говорю, да? в 2018 году. Ага. В каком? В 2018 году. В 2018 году, да. К сожалению, он шел параллельно с конкурсом в Кулаковского. Да, чем-то каким-то было. Ага. Было, «Лети, звон бубенцов». да. Конкурс, да. И поэтому мы не смогли принять участие. Пожалуйста, мое пожелание, это даты, пожалуйста, как-то не совмещайте в следующий раз. Спасибо за Хорошо. внимание. Хорошо, спасибо. Еще у кого слово? Вопрос, может быть? Так, запись к конференции кто? Запись конференции и выступление коллективов солистов будет на нашем YouTube-канале. Я ссылку отправлю в группе. Спасибо большое. Всем спасибо за участие, всем здоровья, успехов. Тогда мы заканчиваем, да, если вопросов нету? Да, большое спасибо. Так, все, тогда всем до свидания. Спасибо большое за участие. Извините, сертификаты, дипломы будут отправлены на электронную почту, да? Сертификаты и дипломы будем отправлять по онлайн, по электронную почту улусам и другим городам. А Якутск, может, сами придут, да? Или как? Не, лучше всего на mail отправлять. На Да, mail. email, да. Хорошо, всем отправлю. Тогда вы пишите на этом группе свои онлайн по электронную почту. Хорошо? Тогда все, спасибо Мы же большое заявки всем. вам отправляли свои мейлы-то. Еще раз поздравляем всех. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Поздравляем. Да, еще ждем на следующих конкурсах, принимайте участие. До новых встреч, друзья. Оренбургский округ. Большое спасибо.